Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. Семейство утиные – это наиболее многочисленное семейство водоплавающих птиц. Выделяют более 150 видов птиц, которые подразделяются на 40 родов. Одомашнивание человеком птиц семейства утиных, таких как гусей и уток, произошло еще в глубокой древности. Основная цель содержания – это получение мяса, яиц, пуха и перьев. Если взять, например, гусей, то гуси – это род водоплавающих птиц семейства утиных. Гуси отличаются клювом, имеющим при основании большую высоту, чем ширину. Гуси живут на луговых и болотистых пространствах, некоторые на берегах морей, хорошо ходят и бегают, летают быстро, но плавают и ныряют хуже уток. На воде находятся гораздо меньше, чем утки и лебеди. Большую часть жизни проводят на суше. Летят гуси на зимовку и на гнездование обычно по ночам на большой высоте, довольно быстро. Питаются почти исключительно растительной пищей, главным образом зелеными частями растений и семенами. С помощью клюва, снабженного острыми зубчиками по краям, они шиплют траву, злаки, капусту, обрывают листья, ягоды, стручки и колосья. Гуси живут парами, а во время перелетов собираются в большие стаи. Гнездятся на болотах, некоторые на деревьях. Число яиц достигает от 6 до 12. В насиживании яиц самец участия не принимает, он охраняет самку, а когда вылупливаются птенцы, ходит рядом, охраняя всю семью. Я хотела бы заниматься разведением гусей. У меня вопрос: с чего начать и как за ними ухаживать? Но немало семей не занимается разведением домашних животных, хотя располагает для этого всеми возможностями. Одни из них недостаточно хорошо знают о выгодах, получаемых от содержания тех или иных других животных. Другие не умеют правильно организовывать выращивание животных в условиях приусадебного хозяйства. Надеемся, что начинающим животноводам-любителям наша передача поможет научиться правильно и прибыльно вести домашнее животноводство. Прежде всего надо закупить либо гусят, либо яйца гусят. Они серая, крупная, она хорошо переносит инкубационный период, то есть выводок у них с инкубатора идет очень хороший. Процентность выводка где-то около в пределах 60-70%. Потом уже надо поднять гусят. Для этого надо, естественно, помещение и определенную температуру. Первые дни у них идет около 37 градусов, потом по истечению 3-5 дней температура понижается, за счет этого начинает вырабатываться иммунитет на температуру. Они адаптируются к естественной среде, и уже можно в течение через 10-12 дней уже их выпускать на улицу, и там уже они могут при нашей температуре обычной уже не нуждаются ни в подогреве, ничего, могут так расти. И корма, естественно, тоже соблюдается определенная корма, определенные витамины, вакцинация прежде всего, и уход. Стоит ли заниматься разведением гусей в подсобных приусадебных хозяйствах? Ответ однозначен – конечно да. Ну а давайте вспомним, что ели в Древней Руси. Это такие блюда, как гусь жареный с яблоками, гусь жареный с капустой и, конечно, печеный с кашей. Разве этого мало для того, чтобы остановиться на выборе птицы для выращивания в приусадебном хозяйстве? Ведь более неприхотливой птицы к условиям содержания и кормления, пожалуй, нету.
Домашние гуси произошли от диких серых гусей, которые обитают в Европе, Азии и Африке. В настоящее время выведены породы гусей, различающиеся по типу телосложения и хозяйственному назначению. Например, созданы породы мясосального направления, такие как холмогорская, раменская, уральская и другие, а также более облегченные породы – кубанская, горьковская, отличающиеся достаточно высокой яйценоскостью. Мы разводим гусей, серую крупную породу. Она хороша тем, что у них хорошая яйценосность и хороший привес мяса, и менее прихотливые к погодным условиям. Их можно содержать как и в природных условиях, так и в условиях помещения. То есть можно без выгула их держать, если такой возможности нету, то можно как бы обойтись без этого, без воды, без пастбища. И они не теряют в этом ни привеса, ни яйценосности. Если рядом с фермерским хозяйством имеются овраги и пруды, то выгодно заниматься разведением водоплавающей птицы, например, таких как гусей. Известно, что птицеводство – самая скороспелая и прибыльная отрасль животноводства. Промышленное птицеводство нашей страны по всем основным параметрам и прежде всего по продуктивности достигло уровня передовых зарубежных стран. На гусят, вообще в общем, где-то за весь период где-то уходит около 200 грамм в сутки на птицу. Да, на одного гуся. Кормить можно по-разному. Для цыплят есть определенный стартовый корм, там свой рацион уже идет, там также добавляется как и кукуруза, пшеница, шрот, соя, потом идет протеин первые дни, потом переводишь на более естественный корм. Пшеницу можно, кукурузу, уже можно на пшену переводить, на естественное. Тогда менее затратно это будет. Они мало кушают. Кормлю утром и вечером. Целыми днями они пасутся. Сейчас я просто дала, а утром покормила, потом вечером они целый день лазят, гуляют. А потом к вечеру они приходят, вечером кормлю. А уже к декабрю, к Новому году режем уже. Они 3-3,5 килограмма весят. Особо ухода не требуется, выхода эти где-то недельки-две, потом все. Они как утром ушли в 7 часов приходят. Утром кормлю и вечером кормлю. Гусей разводят исключительно для мяса и жира. Гусиная тушка содержит до 46% высококачественного жира. Кроме того, от гусей получают ценный пух и перо. Все породы гусей мясного типа хорошо приспособлены к местным условиям и имеют хорошие продуктивные качества. Так с чего же начинать? Конечно, с выбора подходящей породы гусей. Экономически целесообразно разводить гусей с белым оперением, так как стоимость пера, пухового сырья белого цвета, выше, чем серого на 20%. Кроме того, товарный вид тушек гусей с белым оперением более привлекателен. В период кормления их для роста, я говорю, в среднем уходит 200 грамм. Обязательно им надо много очень травы, люцерны. Они такие птицы, что требуют травы очень много. Когда маленькие, гусятам нужен уход. Смотреть, чтобы они всегда сухие были, и всегда у них корм был. Раз в полгода вакцинируется она. От болезней прежде всего там идет чумка, там все такие заболевания. Комплексная идет, продается комплексная вакцинация, там все в ней. Это все вакцинируется в жидком виде, подается, то есть можно в добавку в пищу делать, можно каплями, пипеткой там закапать, например, и в клюв. Все по-разному, кто как. Кормление гусей в летний период основано на максимальном использовании зелени, а также отходов овощеводства. Основным кормом является зелень.
Гуси ее поедают до 2 килограммов на голову в день. При хороших пастбищах гусям дают подкормку концентратами в пределах 75 граммов на голову в сутки. Такое количество корма вполне обеспечивает организм гусей необходимым количеством питательных веществ и витаминов. Однако в последнее время, в связи с резким повышением цен на энергию, горюче-смазочные материалы, оборудование и комбикорма, промышленные методы содержания птицы стали малорентабельными и доступными лишь крупным птицефабрикам. В выборе качественного и недорогого продукта нам поможет сориентироваться рубрика «Почем?». А теперь давайте узнаем средние цены домашних гусей по Казахстану, а также каковы затраты на содержание этих птиц. Ну, это в зависимости зависит, почем вы закупите корма, прежде всего, почем вы птицу купите. Ну вот я в среднем говорю, 200 грамм надо корма в день на одну голову. Это, соответственно, если килограмм стоит пшеницы 30 тенге, то в месяц у него уходит, в среднем где-то 1500-2000 тенге, чтобы вырастить гуся. За месяц где-то уходит 2-3 тысячи денег. Такого вообще особого затрата не требуется. Они пасутся, в основном им надо пастись. А теперь давайте узнаем мнение казахстанцев о том, выгодно ли заниматься разведением домашних гусей. Во-первых, и пух от них, и можно и подушки сделать, для себя, допустим, вот для детей. И также мясо, конечно, очень вкусное у них, нежное мясо, вкусное. Довольно-таки много получается, выгодно держать гусей. Да, гусей очень выгодно держать. Польза от них и доход, конечно, будет. В первую очередь это пух, яйцо от гуся, которое идет на стол и в подушку. А доход, конечно, маленькие гусята разводятся, тоже идет на продажу. Если одна гуска выводит, допустим, 20 яичек у нас, то это инкубация и происходит, и гусята уходят у нас под реализацию. Жир тоже, конечно, соответственно, гусиный полезный. Даже в лечебных целях он применяется, при ожогах еще. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может выращивать эту культуру и иметь на столе продукты, а вместе с ним и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!